Это вопрос, который обсуждает почти каждый, в спорах, которым, кажется, нет конца. Но перед тем, как бросаться на меня и кричать «харам», просто позвольте мне сказать, я здесь не для того, чтобы участвовать в этом споре. Я здесь не для того, чтобы обсуждать правовые заключения относительно игры на музыкальных инструментах, пения, игры на барабане, нашидов или чего-либо в этом роде. Я здесь совсем по другому поводу. Вообще-то, знаете что? Давайте выбросим слово «харам». Давайте просто спросим себя, является ли музыка вредной. И когда мы говорим о музыке, я подразумеваю ту музыку, которую сегодня слушают большинство людей. Музыку на нашем радио, в наших плейлистах в iTunes, в наших телевизорах, каналах на YouTube. Про эту музыку я и хочу поговорить. Должны ли мы, как мусульмане, спокойно относиться к такого рода песням? Хорошо, давайте взглянем на топ-100 песен хит-парада сегодня. В настоящее время в пятерку самых популярных песен входят «Деспасито», «Дикие мысли», «Вот это мне нравится», «Я тот самый» и «Незабываемый». Не нужно далеко смотреть, чтобы увидеть, что в каждой из этих песен содержится призыв к сексуальной распущенности, насилию, наркотикам, алкоголю, надменности и пренебрежению нормами социального поведения. Да, я знаю, что ты хочешь сказать. Не вся музыка такая. Это правда, но данные статистики говорят сами за себя. Большинство популярной музыки пронизано упоминанием секса, упоминанием наркотиков, алкоголя, призывом к насилию и асоциальному поведению. И, судя по всему, ситуация ухудшается из года в год. И, как я уже сказал, я не собираюсь спорить по поводу разных мнений и решений относительно музыкальных инструментов, потому что, честно говоря, мы далеко за пределами этого спора. Нет никакого смысла спорить, являются ли музыкальные инструменты халялем, когда маленькие дети слушают таких людей, как Ники Минаж. В самом деле, мы должны двигаться вперед и просто признать: это неправильно. Мы, конечно, можем утверждать, что мы сильны и решительны, что не позволим такой музыке влиять или воздействовать на нас. Хорошо, вы, вероятно, сильны, но признаете ли вы или нет, музыка подсознательно оказывает влияние на вас. И если вы не верите мне, у меня есть предложение к вам. Исследования показывают, что подростки тратят до 4 часов в день, слушая такую музыку. Почему бы не предоставить Корану доступ к вашим ушам только на часть этого времени и посмотреть, как это влияет на ваше сердце? Даже если вы не понимаете ни одного слова из него, он повлияет на вас, он окажет хоть какое-то воздействие на ваше сердце. И, наконец, для тех, кто слаб, у кого имеются недостатки, например, как я, самое меньшее, что мы можем сделать, это, по крайней мере, признать, что это неправильно. Потому что первый шаг в оставлении чего-то заключается в признании, что это является проблемой. Давайте больше не будем оправдывать этот грех. Давайте признаем, что это неправильно. И чем скорее мы сделаем это, тем скорее мы сможем начать меняться в лучшую сторону. Пусть Аллах поможет нам всем. Джазакаллаху хайран. И большое вам спасибо.